Здравствуйте, в эфире новости, в студии Луиза Хатуева и вот чем запомнился уходящий день. – 85 чеченских призывников пройдут службу в российской армии. В Грозном проводили новобранцев. Больше им не придется считать недостающие вольты. В Гудермесском районе запустили новые электроподстанции. 80 лет на страже здоровья инвалидов по зрению. Школа-интернат для слепых и слабовидящих отмечают свой день рождения. К защите Отечества готовы. 85 чеченских призывников пройдут службу в российской армии. Очередную группу новобранцев провожали на территории военного комиссариата. Всего ряды вооруженных сил страны в этом году пополнят 500 ребят из нашего региона. География службы обширная. На проводах присутствовал и Алхазур Керимов. Салам алейкум. Уже на днях эти ребята пополнят ряды российской армии. Им предстоит служить на Черноморском флоте в городе-герое Севастополе. Кроме многочисленных родственников молодых людей, провожает военный комиссар, секретарь Совбеза, вице-спикер парламента и председатель Совета старейшин. وقضانا ongebeers na met kudan tiga khildi shwadan way khaz wezgate yeshto wesh adegidan dadagan chaqoleges dukanat e khayniyat sa'wesh damat yeriyat sa'wesh shashgate ma dezerdan dagosdan nochte duch ril wezeldan shash khildi yeshto khoshdan khili yeshto shash dal da'ibet ke wesh dal duqda dol shodan شاید دولمت دیت مدیدان شش میچه دو دیت مدید گلان ایدوشون داخل عدگانه احتدوشون دل عبیت که بمسیره. По словам Саида Абдуллы Ахмадова, молодые люди из Чеченской республики, где бы они ни служили, представляют весь народ. По их поступкам будут судить о всех чеченцах, поэтому на ребятах лежит большая ответственность. تخصابولشان تخبطشان ياكم غير بويتا توخاله استعتدم ببيزوي مسوهنا وزوس خلش دال شو داش نانوش شيطان قيمدر غيلقص از ديلت كماشوت شيخونخ чулت дадан цамеждах дольшу. Это уже третий регулярный призыв из Чечни на службу вооруженные силы России. Всего в этом году в армию отправится 500 человек из нашей республики. Все они будут служить в южных регионах страны. Принимая ваш наказ перед лицом своих товарищей, родных и близких, ветеранов войны и вооруженных сил, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять воинский долг. Если у кого-то здоровье было более такое, менее подходящее, мы этих людей, естественно, им отказывали. И большая трагедия, поверьте мне. Почему, как вы думаете? Потому что очень много ребят желает служить в армии. Очень много ребят. Люди соскучились по службе, потому что мы последние четверть века не проходили службу в армии. Ну, там попытки были некоторые, но, в принципе, системы не было. Сейчас, благодаря усилиям главы республики, мудрому решению министра обороны Российской Федерации, значит, решение принято, мы отправляем войска и, надеюсь, впредь будем отправлять. Шагом! Марш! Проводы будущих армейцев сопровождаются торжественным маршем. Каждый из этих ребят понимает, насколько ответственный выбор они сделали. Армия всегда служила школой мужества для молодежи. Депутаты парламента обещают поддерживать связь с выходцами из Чеченской республики, которые отправятся на службу. Надеемся, что все-таки призывы будут в сторону увеличения в предстоящие годы. Наши молодые люди, которые уже несколько лет уже призыв проходят, показали себя самые положительные стороны. Как я ранее отметил, это подтверждает
сопровождается и благодарственными письмами в адрес главы республики и в адрес родителей. Уверен, что действительно ребята пройдут достойный путь воина, защитника Отечества и вернутся возмужавшими, достойными продолжателями традиций старших поколений. Через несколько дней эти молодые люди окажутся в местах несения службы и познакомятся со служивцами. В родную республику они вернутся ровно через год. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Ислам Расуев. Новости. Ребята из рода Кадыровых уже вторую неделю проходят специальную горнолыжную подготовку в Челябинской области. Инструкторы отмечают хорошую подготовку молодых людей. По 10-бальной шкале оцениваются как крутые повороты, так и катание на средней скорости. Всего подготовку в городке Миас проходят 28 молодых людей. Вместе с ними находятся и 5 инструкторов Международного учебного центра сил специального назначения. Прошедшую тренировочную неделю ребята отработали на 10 баллов из 10 возможных. Все без исключения освоили повороты на контах, движения на средней скорости, на крутых и пологих склонах. Дальнейший тренировочный процесс мы планируем увеличивать скорости. Освоим повороты 17-20 метров, радиусом 17-20 метров. Будем увеличивать скорость и крутизну склонов, для того, чтобы ребята ориентировались и могли передвигаться в любой самой сложной ситуации. За время подготовки мы научились уверенно стоять на лыжах. Уже объезжаем препятствия на крутых склонах, на больших скоростях. Сейчас нас учат правильно маневрировать в экстремальных условиях. Регулярно проводим небольшие соревнования. Хочу поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича за то, что он предоставил нам такие сборы. Как отмечает помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, молодые люди из рода Кадыровых допущены на один из самых сложных уровней подготовки, так называемую черную трассу. Также в рамках сборов проходит тактико-специальная и теоретическая подготовка. В конце недели состоятся официальные соревнования по всем международным правилам на сложном спортивном спуске. Это будет первый кубок Чеченской Республики по горным лыжам памяти первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, по итогам которых будут выданы сертификаты о прохождении спецкурса по горным лыжам. За первую неделю сборов были отработаны самые основные базовые навыки. И по итогам первой недели были сданы несколько зачетов. То есть все получили допуска, и теперь мы уже уверенно катаемся с самых сложных склонов, даже черного уровня, это самый сложный уровень трассы. Сейчас мы приступили к спецподготовке по нашей специальной программе, где уже у нас начинаются экстремальные спуски, экстремальное торможение, экстремальные скорости уже очень высокие. Как говорят инструкторы, за эту неделю мы прошли практически двухмесячный курс. То есть все очень уверенно стоят на лыжах. 15 лет они считали недостающие вольты. Жителей Гудеремесского района долгие годы мучила проблема нехватки напряжения в сети. Однако теперь этот вопрос решен. По поручению главы республики этим летом здесь построили 2 дополнительные подстанции. Они обеспечивают бесперебойным электричеством сразу несколько населенных пунктов. Как изменилась жизнь местных жителей, расскажет Элина Дадаева. Слабое напряжение в сети до сих пор создавало неудобства в повседневной жизни Шаухаловых. Проблема обострялась с наступлением сумерек. Без стабилизатора не работал телевизор. Регулярно выходили из строя электроприборы и горела бытовая техника. И вообще дальше электроприбор слабый стабилизатор прибор базом. إشتو بالهوش درتها مسيت شركة إشتحدوش أدمنستراتير هوك بحكي صبرين تيبهم كل شيء أدم بوش توشي إشت إيوبروس حال داقرو دا سبستانسي يش إين يالش عن إشت مسلمة وقير دو دالي سردو آلي إيه آلي سنخ جنglad وش عدا عينه هين سنخ صديل إيتن سين سار تون إبوال بين سنخ دقي دين سدولش ديل ريز وين فتش حناخل أقرا حلق
Такому, казалось бы, простому событию радуются не только взрослые и дети. Полноценная подача электричества значительно облегчила жизнь домохозяек. Теперь стирка и глажка белья, как раньше, жительницам Комсомольской не приносит дополнительных хлопот. Проблемы с электроснабжением испытывали не только жители Комсомольского, но и весь Гудермесский район. Ежедневно из-за слабого напряжения свет по несколько раз отключали, а в школах и госучреждениях часто не работали компьютеры. دخان يرتقى لدر حيل شدرتنا توكس فوق شكولة عدر يرتي در بيري أروك يول داسر سيرن مركش خان خلي شغلتي على ليه كمبيوترو بوقت بور ليه قانين كيشم بحيخر خوشو بوقت سغلر هينز مسيري إنترنت بوق بوليو سيرن لب بالقيقن وانا هار يولك لاتينتي ألسن خز دتقا يتوقع هيتسال تشرق ديوين وشتا 140 كنت يا خيول شاسرتا هينز يك دا 220 سو يق حلق حلقة خلونا درب ديش ترانسفورماتر شتونا دوغ سيلوي ترانسفورماتر ستانسي يول شير اي ترانسفورماتر هيسنا توقع هين شيستورك شير سلابي سويتل ديل يو ديسياتك عندنا خيزنا بولر عندنا توسيل وانغا ديغر سويتل. Мощность старой подстанции составляла 32 мегаватт. Она была изношена и работала с перебоями. Благодаря главе республики за короткие сроки удалось решить вопрос с электроснабжением муниципалитета. Новая подстанция Гудермес-Сити мощностью 50 мегаватт способна обеспечить бесперебойное электроснабжение в районе. Старая подстанция из-за 30 мегаватт еще не сатуар по 25 мегаваттной подстанции на Тарлеждина, в том числе Гудермес-Сити здание, населенный пункт Жалко, Комсомольск, Брагуны, Дербанри, и Ерчетес, уже мегаватт, старый подстанции, разгрузить Однако с решением вопроса электроснабжения возникает другая проблема – долги. До конца года необходимо решить вопрос платежной дисциплины абонентов, говорит управляющий директор Чеченэнерго. Некоторые потребители пренебрегают призывами властей, и к концу года у них набегают большие суммы. В Гудермесском районе, в том числе, как и в основном в среднем по республике, существует задолженность. Но нами совместно с администрациями всех районов составлен план-график на оставшиеся 2 месяца, чтобы эту задолженность мы смогли ликвидировать и привести максимально к нулю. Открытие новой подстанции имеет большое значение как для района, так и для энергетического комплекса в целом. Из-за низкого напряжения электросети приборы учета не фиксировали потребленную электроэнергию. Это приводило к потере в сетях. Теперь решена эта проблема. Также в Гудермесском районе ожидается запуск второго пускового комплекса подстанции. Он запланирован на декабрь. Элина Дадаева, Халид Мовсаев, Хава Жумунаев, Зелим Закаев. Новости. Внимание, пешеход! Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейды направлены на снижение количества жертв среди пешеходов. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 наезда на пешехода, в результате которых 1 человек погиб, а 2 получили травмы. По статистике, за 2016 год насчитывается около 350 ДТП. В сравнении с прошлым годом нарушений на дорогах стало заметно меньше, но все же сохраняются проблемные участки. Школа-интернат для слепых и слабовидящих отмечает свой день рождения – 80 лет со дня основания. В честь знаменательной даты здесь состоялся праздничный вечер. С поздравлениями приехали официальные лица, в числе которых руководители различных министерств. Об истории учебного учреждения и о том, какую здесь оказывают помощь незрячим, расскажет Саид Ахмадов. Об этом мечтает практически каждый ребенок, который здесь обучается. 10-летний Магомед Тилаев потерял зрение еще 5 лет назад. У мальчика диагностировали лейкоз крови, как следствие – тотальная слепота. Это ручка Мухаммада. Вот. Мама Талаца. Мы начинаем писать. Мама, сегодня 22 ноября. Пропускаем, значит, 6 клеток, мама. Пропускаем. Вот.
Учительница начальных классов Шумисат Касаева пришла в интернат для слепых и слабовидящих детей из обычной общеобразовательной школы 2 года назад. Самым сложным оказалось выучить азбуку Брайля. Она каждый день учится видеть мир по-новому, глазами незрячих. Мы занимаемся по адаптированной программе. Дети, они у нас особенные. К ним нужен особый подход. Поэтому каждого ребенка мы учитываем, подходим с учетом их индивидуальности. В специальной коррекционной школе-интернате обучается около 200 детей. Часто воспитанники интерната продолжают обучение в колледжах и осваивают разные профессии. Я хочу стать доктором, чтобы лечить людей. Подопечным здесь преподают не только традиционную школьную программу. Не менее важным преподаватели считают и коррекционную работу. Малиновый, голубой, коричневый, сиреневый, синий. Какой цвет возьмешь? Коричневый. Выбирай коричневый цвет. Бежевый. Внимательно. Ну, правильно. Сегодня школа отмечает юбилей – 80 лет со дня образования. Сюда приехали выпускники из соседних регионов. Станислав Хитиев живет в Северной Осетии. Он является выпускником 1968 года. Последний раз в родных стенах он был более 30 лет назад. Вот здесь вообще все было совершенно не так. У нас был вот одноэтажный корпус, буквой «П», маленький корпус, и все. И вот там был кирпичный забор, а вот здесь все это было совершенно не так. Мы сегодня пришли, мы не узнаем это все место. Здесь все прекрасно, хорошо сделано. Я бы детишкам пожелал, чтобы они вникали в свою учебу, чтобы они все вбирали в себя. Все, что здесь им учителя преподают, надо это в себя вбирать, впитывать как губка. Потому что, когда они станут взрослыми, это им очень понадобится. Среди гостей сегодня не только бывшие воспитанники, но и официальные лица республики. Специально для них воспитанники интерната подготовили концертную программу. С приветственным словом выступили гости. Они отметили стойкость и силу духа воспитанников. Благодаря Рамзану Ахматовичу сегодня это образовательное учреждение работает, и выпускники этого образовательного учреждения уже, я считаю, что займут свое достойное место в нашем обществе. Я от своего лица, от лица медицинского сообщества нашей республики хочу поздравить вас с этим знаменательной датой, пожелать вам успехов, чтобы ваши выпускники, выходцы из вашего учреждения находили себе дорогу, занимали достойное место в жизни. В двухэтажном здании сегодня обучаются 155 человек. Оборудовано 19 учебных кабинетов с интерактивными досками. Есть полностью оснащенные медицинские кабинеты, кабинеты психолога, офтальмолога и логопеда. Гости смогли совершить экскурсию по учебному заведению и воочию увидеть, как протекает жизнь в стенах интерната. Здесь каждый день на деле доказывают, что слабое зрение или его полное отсутствие не приговор, а повод открыть для себя новые возможности. Саид Ахмадов, Хавая Диева, Муслим Типаев, Зелим Закаев. Новости. А учащиеся Грозненской интернат-школы для глухих и слабослышащих детей посетили методический центр Республики «Родное слово». Благотворительную акцию центр организовал совместно с Министерством образования и науки в честь 200-летия со дня рождения русоведа Владимира Ивановича Даля. В Грозном открылось издательство «Родное слово», такой специализированный магазин. Вот это издательство сегодня решило провести вот такой акции. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в Грозном откроются другие издательства просвещения, русское слово. То есть мы с ними ведем переговоры, и в ближайшее время, в 2017 году, все эти издательства откроют в городе Грозном. Для детей устроили настоящий праздник. Ребята ознакомились с разными методическими пособиями, которые им понадобятся на индивидуальных и внеклассных занятиях. Специализированный магазин «Родное слово» открылся в Грозном недавно. Здесь много полезных пособий для саморазвития могут приобрести как дети, так и взрослые. Понравившиеся учебники учащиеся смогли забрать с собой. Нам очень приятно сегодня видеть у нас на площадке наших юных друзей, которые сегодня посетили нас. Площадку «Родное слово» Чеченской Республики. Мы сегодня пытаемся предоставить не только качественную литературу, качественную, профильную,
полноценную литературу, но при всем этом в дальнейшем планируем проведение ряда акций, таких как семинаров, ряд курсов повышения квалификации. Аслахановы из Урус-Мартана стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Лидирующую позицию они заняли благодаря многочисленным детям и внукам. Всего их 60 человек. Почетную награду Аслахановым вручили на официальной церемонии награждения, которая состоялась в Москве. В гостях у многодетной семьи побывала и моя коллега Хава Идеева. Когда эта семья собирается вместе, даже в таком большом доме становится тесно. У Жуман и Адама Аслахановых 13 детей и 39 внуков. Оба супруга – педагоги почти с полувековым стажем. Жуман продолжает работать и сейчас. Общение с детьми помогает ей оставаться молодой и здоровой. В воскресенье, например, мне бывает плохо. Мне на работу хочется. Вот утром я быстро, когда в понедельник собираюсь, иду на работу. И как иду я, у меня ноги болят. Как в ворота школу захожу, у меня ничего не болит. Уйти на пенсию главе семьи пришлось по настоянию детей. Здоровье уже не то. Однако это не мешает ему принимать активное участие в жизни семьи. Все они посещают розбу, мечеть, молятся, все молятся всемогущему. Так что горжусь я, боюсь я перед Аллахом сказать, что я горжусь. Рад, что я имею таких детей. Быть старшим такой большой семьи – немалая ответственность. Руслан Аслаханов вспоминает, в юности ему часто приходилось заменять младшим родителей. Готовить, стирать, помогать в учебе. Авторитет Руслана непререкаем до сих пор. Цаи ушвац, я мол швац, тошадеши ламаса думарца даже тхнесери тхнукш ас, например, сейчурбер и вошаш дальчана дюн саламаз дайшту. Шоллаха туик дешитан масяга Вся семья – это ни много ни мало. 60 человек собирается вместе практически на каждый праздник. Самое популярное торжество у Аслахановых – дни рождения родителей. Готовка в этом случае превращается в настоящий подвиг. Однако женской половине семьи не привыкать. Я уже с 5 лет все по дому делаю, и убираю, и посуду мою, стираю. Даже с 8, можно сказать, лет я начинала готовить уже. Приходится нам готовить много, и мы вместе все делаем. Снова собираемся. Среди них есть учителя, врачи, журналисты, военные и спортсмены. Подрастающее поколение также не отстает. 11-летний Амирхан выучил Коран наизусть и стал хафизом. Теперь у мальчика есть свои ученики. Он часто читает священную книгу братьям. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таха. Семьи Аслахановых понимают, что самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, затем та, которую создаешь сам. Хава Идеева, Лариса Джабраилова, Муслим Типаев и Зелим Закаев. Новости. В Урус-Мартановском районе уничтожен схрон с коноплей. Стоимость запрещенного товара оценивается в десятки тысяч рублей. Тайник обнаружили сотрудники полиции. Кто является владельцем, пока неизвестно. Правоохранители выясняют обстоятельства дела. Подробности у Луизы Андеевой. Найденный на окраине селения Шалажи тайник со связанными кустами конопли предназначался для дальнейшего использования, уверены в полиции. Аккуратно сложенная трава под импровизированным шалашом хранилась, по всей видимости, долго. Вообще я такое впервые вижу, чтобы на кустах конопли были вот такие оцифрованные таблички. Вот, к примеру, номер 20. Что это означает, пока неизвестно. Оперативники Урус-Мартановского ОМВД обнаружили захоронение случайно. Недалеко находилось поле дикорастущей конопли, и, возможно, трава сорвана именно там, полагают сотрудники. В рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова на территории Урус-Мартановского района проводится оперативно-рейдовое мероприятие по выявлению незаконного оборота
наркотиков, психотропных вещей, также дикорастущей конопли. Это кусты, что хагуши намирает, что они гуштуют, у нас там так долго дешхли, у нас я долго деши, и мы да дечем это что адона, бол беш сахала, тута и бол дона, и так установить беш бол будона, мы да дечем се что я гидон, и да да гушту дон, да ламула дона, ой ночи чё, ой подчас хайла дона, наркотик шрет, дона, наркоман шребат, террорист шребат. В этом направлении полицейские говорят, уничтоженная конопля была рассчитана на дальнейшую ее обработку и распространение. Здесь ее примерно на несколько десятков тысяч рублей. Оперативники сейчас ищут хозяина тайника. Луиза Андеева, Луиза Инусова. Новости. Акция добра дошла до приюта бездомных животных «Надежда на жизнь». Школьники приобрели и вручили владельцам питомника необходимые корма и медикаменты для животных. Как сообщают организаторы благотворительной акции, такая поддержка будет оказываться регулярно. Ася Мараева пообщалась с волонтерами. Сегодня в питомнике значительное пополнение, и не новыми питомцами, а медикаментами и кормами. Эстафета добра, которую запустили волонтеры месяц назад, добралась и до урусмартановских школьников. Ребята специально собрали все необходимое. Мы очень рады, что есть возможность прийти и посмотреть на собак, потрогать их. Во всяком случае, пообщаться с животными. Думаю, каждый ребенок отчасти хотя бы должен любить животных. В этом и есть сущность детей. Очень хорошо, что есть такой приют, куда можно приехать и помочь животным. Даже если мы не любим животных, можно все-таки помогать животным. Отныне активисты клуба «Иман» совместно с самыми молодыми представителями партии «Единая Россия» планируют регулярно привлекать их школьников к такой благотворительности. Тем самым показать детям, что к животным следует относиться более внимательно, хотя бы потому, что попросить о помощи они просто не могут. Мы должны понимать то, что каждое животное, каждое создание, вплоть до кошка, это будет собака или какое-либо другое, морское существо, они делают поклонение Аллаху, зикр. Каждое животное. Поэтому, исходя из этого, мы уже должны понимать, что к ним плохо относиться не стоит. То есть можно пройти мимо, но не навредить. А если мы в дополнение к этому еще поможем, накормим и поможем той же болезни, потому что тут в приюте не хватает еще лекарственных средств, то за это будет, иншаллах, большая награда. Больных животных сюда приносят все, кто на них наткнется на улице. Стоит отметить, что питомник в идеальном порядке и чистоте содержит 5 хрупких девушек. В выходные дни они проводят здесь, в будни же после рабочего времени трудятся допоздна. Порой даже кажется, вот все уже, руки сдаются, мы сдаемся, руки опускаются, а потом Всевышний дает какие-то силы. И вот мы каждый день приходим после своей основной работы, после 6 часов, убираемся, тоже домашние уже свыклись с тем, что мы желание есть такое оказывать помощь животным. И вот Рамзан Ахматович нам такой дом построил, и мы, в общем, здесь проводим все свое свободное время. Кошек и собак отсюда либо пристраивают в новые семьи, либо отпускают в естественную среду. В обоих случаях это происходит лишь после лечения, реабилитации и стерилизации животного. Ася Мараева, Залина Атаева, Шамиль Саламов. Новости. Накануне прошел всероссийский географический диктант. В нашей республике свои знания по географии проверяли около 200 человек. Масштабная образовательная акция прошла сразу на 3 площадках. Все подробности у Залины Атаевой. В каком субъекте Российской Федерации расположены самые крупные по числу жителей сельские поселения? Псковская, Курганская, Ростовская, Архангельская область. Школьники, студенты и даже пенсионеры собрались в одной аудитории, чтобы проверить свои знания. Всероссийский географический диктант проводится в единый день во всех регионах страны. Не существует никаких ограничений по возрасту и уровню знаний участников теста. Сегодня здесь все равны. Вопросы касаются исключительно географических особенностей страны. Основная цель мероприятия – это популяризировать родную страну, вызвать интерес у участников к изучению родной страны, родного края, соседних регионов и не только регионов всей страны. И в этом году у нас получился состав абсолютно разный, но большинство, конечно, школьников. Тестирование проводится анонимно. Каждый участник выбирает свой индивидуальный код и по нему узнает результаты диктанта на официальном сайте. Желающие могут пройти географический диктант в онлайн-режиме на сайте Российского географического общества до 23 ноября. На сегодняшний день интересный факт: в России около 1700 площадок, и
Первое место занимают такие республики, как Саха-Якутия. В конце декабря будет, после анализа всех ответов, будет, так сказать, хит-парад, кто займет первое место среди регионов. Стоит отметить, что инициатор диктанта – президент страны, председатель попечительского совета Владимир Путин. Эта образовательная акция в республике проводится на 3 площадках. Одна на базе Чеченского госуниверситета и 2 на базе школ. Количество участников в этом году около 200. В следующий раз организаторы планируют увеличить количество площадок до 10 и, соответственно, рассчитывают на большее число участников. Залина Атаева, Луиза Юнусова. Новости. На этом все. Спасибо за внимание и хороших вам новостей.